Я хотел бы немного развить и акцентировать на этом внимание, потому что по моим наблюдениям опять возникает очередная провокация со стороны фашистской России по очернению Украины. Русские, как мы заметили, начали широкомасштабную спецоперацию по дискредитации украинского сопротивления. Конечно же, это происходит ежедневно, но вот те события, которые сейчас разворачиваются, они очень мне напоминают один такой эпизод из нашей жизни, из русско-чеченской войны. Всплеск последних убийств, убийства военнопленных в Аленовке, в колонии, взрыв, уничтожение и сжигание тел, или с поджогом, или последовавшим после взрыва пожаром сгоревшие тела украинских военнопленных, в том числе из Азовстали и азовцев. Всплеск убийств и нечеловеческого садизма со стороны фашистской России именно к военнопленным можно объяснить тем, что русские ждут ответного жестокого действия со стороны украинцев. Строгого соблюдения международного гуманитарного права, строгое, актуально как никогда. Любое нарушение правил и обычаев ведения войны со стороны Украины бросит тень на национально-освободительную борьбу украинской нации, что прямо отразится на предстоящем международном трибунале. Я хочу рассказать, сейчас я объясню, что я имею в виду, и потом хочу рассказать один случай из жизни чеченцев. Сейчас мы видели, как нам показали экзекуцию, кастрацию украинского военнопленного. Так они много раз делали. Я, правда, сам это видео не видел. Я видел только куски, отрывки. И там нам уже идентифицировали какого-то калмыка или бурята. Но это как может быть отвлекающий маневр, так и переключение внимания непосредственно исполнителя вот этой экзекуции, так и ошибочно. Но я видео не видел, поэтому судить пока по этому поводу не могу, потому что я его, во-первых, особо не искал, потому что я такие вещи очень плохо потом переношу. И, во-вторых, не было такого вот полноценного видео, которое я как поискал, и не нашел и не стал особо вдаваться, искать. Ну, потом происходит убийство военнопленных. И что мне кажется, я как бы задавался вопросом сразу же, для чего это русские делают, потому что если бы видеозапись попала бы к нам от убитого какого-нибудь русского террориста про экзекуцию, и если бы не было бы убийства вот этих военнопленных в Аленовке, то можно было подумать, что это просто стечение обстоятельств. Но и есть еще кое-какие моменты, которые я бы сейчас не хотел называть. Почему мне кажется, что это все-таки такая целенаправленная, широкомасштабная провокация, попытка провокации по очернению украинцев. И первое, что мне пришло на ум, это тот случай, который у нас произошел. В начале, или во время первой русско-украинской войны, наши бойцы, как я говорил, их было немного, и они принимали очень много участия в боевых действиях против фашистской России. И это были такие спецгруппы, которые могли там впятером, вшестером останавливать целое направление продвижения русских террористов. И вот всячески очень много было боевых столкновений. И в одном из этих боевых столкновений погибли товарищи от нашего одного известного, я его пока называть не буду, подразделения и там людей, которые в нем участвовали. И там бы погиб в том числе брат Доки Умарова. Это в самом начале вот этой большой русско-чеченской войны. И люди были взвинчены.
люди были взвинчены. Причем вот это подразделение считалось такое образцово-показательным спецподразделением, которым непосредственно руководил Хамзат Гилаев, Руслан Гилаев, Хамзат Гилаев. И им удалось, им или кому-то, не им, не они на отдыхе находились, кому-то удалось задержать 4 русских офицеров, наемников, контрактники, так называемые, наемников, которые везли боеприпасы, были задержаны на 2 грузовиках, 4 человека. После того, как их задержали, их доставили в место для содержания, и каким-то чудесным образом, очень быстро все это организовалось, появилась видеокамера, и почему-то бойцы, которые никогда до этого, никогда этим нарушением не злоупотребляли, никогда, решили казнить этих 4 русских военнопленных. И вот 4 человека были убиты. В казни принимали участие несколько человек. Есть видеосъемка по этому поводу. И невероятным образом, невероятнейшим просто образом, хотя об этом стало уже известно командирскому составу, началось быстрое разбирательство, что произошло и так далее. Невероятным способом, никто не знает пока, как это произошло, произошла утечка этой видеозаписи, которую делали на одну видеокамеру, и как сейчас телефонов тогда не было, видеокамера была всего лишь одна. После этого Путин, тогда Ельцин и другие представители российской власти усиленно раскручивали, пропагандисты русские усиленно раскручивали этот случай. Затем закончилась Первая русско-чеченская война. Наше образцово-показательное спецподразделение, в том числе и Джохар Дудаев, в том числе и Руслан Гилаев, в том числе и Аслан Масхадов, все попали под критику, так как это было нашим воинским подразделением. Но сама провокация удалась. Кассета утекла, и на Западе очень сильно раскручивали. Это был единичный случай, и этот единичный случай был сделан руками одних из самых образцово-показательных, таких одних из самых лучших бойцами это было сделано. Причем был подобран момент, когда эти люди находились в состоянии аффекта, после потери, они были уставшие, изнуренные, и в этот момент их кто-то подбил, предложил им финансы или еще по какой-то причине, кто-то их подбил совершить на это преступление. Многие не понимали даже, куда они идут, когда они собирались, и просто только 1 или 2 человека были в курсе, что происходит. И потом, когда уже собрались все, и вот уже началась вот эта процедура убийства, в этот момент уже все поняли и были запечатлены на этой камере. И кому-то предлагают, давай, у тебя же брата убили, надо отомстить там, туда-сюда. И вот такое вот произошло. И вот этот случай мне пришел на ум после того, как русские террористы совершили то, что совершили. Если бы, опять же, я говорю, если бы запись попала бы нам в руки или к украинским военнослужащим после убийства террориста, который снимал экзекуцию над военным пленным, можно было бы как-то объяснить это. Но когда происходит утечка от них информации, то это целенаправленный вброс. Причем если они снимают и запускают. В этом плане они научились. И за 20 лет войны против нас съемки они делали, но это все у них очень быстро прячется, подчищается. В этом плане они научились как-то контролировать
свой контент, который они могут на этой войне создать. После нападения на этот лагерь или колонию для военнопленных, я немножко думал, я не мог объяснить, для чего они вот именно вот так их убили. Они могли по-разному убить, это можно было организовать как-нибудь по-другому. Не так откровенно, явно показывая, что это сделали они. Хотя такая вроде бы как имитация, причем такая плохо прикрытая имитация была создана. И я пришел к выводу, к мысли, что сейчас русские террористы ждут, чтобы украинцы, которые, я уверен, в негодовании сейчас, когда они потеряли своих друзей, товарищей, когда командование дало приказ сдаться, можно еще обвинять в этом и командование. Сейчас очень удобный момент, чтобы либо бывшие представители Азова, либо действующие обманутые, либо бывшие продавшиеся, либо реально действующие и обманутые, и в состоянии аффекта, как после гибели брата Доки Умарова. Доки Умарова, кстати говоря, в этом преступлении тогда не было. Он участие в этом тогда не принимал, его не было. Хотя брат его погиб до этого. Поэтому вот в таком состоянии сейчас очень есть вероятность, что они ожидают, что какие-нибудь такие же вещи со стороны Украины произойдут в отношении их военнопленных или же их каких-нибудь других лиц, действия которых, по отношению к которым будет также приравнено к военному преступлению или какому-нибудь тяжкому преступлению. Поэтому я сейчас рекомендую, самое лучшее, что сейчас есть у украинцев, это поддержка Запада, об этом все знают и без меня, но сейчас особо корректно нужно относиться к соблюдению международного гуманитарного права и ни в коем случае не позволять. И любое действие со стороны украинцев, военнослужащих, если, не дай бог, конечно, такое произойдет, расценивать как провокацию. И хотел бы, чтобы, если меня кто-то услышит, чтобы довели до всех горячих голов, чтобы, понятное дело, если это сделает враг и предатель. Самое обидное и неприятное, когда это сделает обманутый в праведном гневе свой уважаемый, доверенный, проверенный человек. Вот это будет самое неприятное. И, конечно же, дискредитация Украины, вплоть до отказа помощи со стороны мирового сообщества, может и к этому прийти. Как говорится, курочка по зернышку клюет, и они таким образом долго и упорно умеют доводить дискредитацию свою до нужной кондиции. Дискредитацию не свою, а объекта, против кого они используют свои эти спецмероприятия.